Здравствуйте, меня зовут Илина Сафина, и сегодня мы с вами поговорим о том, как мотивировать себя на создание персонального бренда. Посмотрите внимание на эти две картинки, и если я вас попрошу назвать слово, которое объединяет эти персоналии, то я уверена, что вы скажете слово бренд. И сегодня мы будем говорить именно о том, как простому человеку, не имея команду имиджмейкеров и брендмейкеров, создать себе продаваемый персональный бренд. Что же такое персональный бренд? В первую очередь это стикер. А это ассоциации, которые возникают у окружающих при взаимодействии с вами. Наверняка вы помните игру, когда на лоб приклеивался стикер, в котором ваш собеседник представлял, как он ассоциирует вас. Так вот, бренд – это тоже стикер, но я вам предлагаю управлять этим процессом, чтобы все было предсказуемо. Следующее – популярность. Популярность не обязательно должна быть глобальной, а вас не обязательно должен знать весь мир, достаточно вашей целевой аудитории. Следующий компонент определения персональный бренд – это монетизация. Монетизация. То есть это то, как вы свои знания, компетенции можете капитализировать. Новый тренд в мировой глобальной экономике – это фриланс. И по данным Всемирного банка, около 60% трудящихся в сфере интеллектуального труда будут заниматься фрилансом. И это прекрасная возможность для педагогов, которые имеют компетенции, которые имеют знания и которые имеют выстроенный персональный бренд, монетизировать свои знания. С точки зрения монетизации знаний нам всем очень повезло, потому что мы все переходим в эпоху human to human. Люди разговаривают с людьми. Вот представьте такую ситуацию, когда вы решили что-то купить или приобрести какую-то услугу, вы обязательно спросите у своих друзей в социальных сетях, и они дадут вам рекомендации. Следующее. Получают услуги у людей, а не у компании. То же самое, да? Когда вы говорите о том, что у вас есть персональный парикмахер, персональный тренер, персональный стоматолог, это как раз об этом, да? Что у тех людей есть персональный бренд. И люди доверяют больше персоналиям, а не компаниям. Ну, конечно, бывают случаи, когда компания имеет такой имидж и разработанный бренд, что все сотрудники, которые работают в этой компании, могут греться в лучах этого имиджевого солнца. Я хочу продемонстрировать вам два реальных кейса, как обычные учителя смогли монетизировать свои компетенции при помощи персонального брендинга. Обратите внимание, это скриншоты страниц социальных сетей педагогов, которые популяризируют науку. Например, Николай Милованов, он занимается популяризацией физики. Настолько интересные уроки, что у него огромное количество подписчиков. Но есть, конечно же, определенные принципы, которые мы должны соблюдать. В первую очередь, это образ. Когда вы встаете на пути создания своего образа, вы должны понимать, что это не только внешний вид, но и внутреннее состояние человека. Следующий обязательный принцип построения персонального бренда – это то, что известные педагоги нужны. Не надо бояться начинать работать в этом направлении, думая, что звезда никому не нужна. На самом деле звездные учителя нужны как ученикам, как родителям, так и
педагогическому сообществу. Я хочу здесь привести такой пример. Когда я обучалась в университете, у меня был педагог, который действительно имел свой личный персональный бренд. Смотря на нее, я всегда мечтала стать таким же педагогом, чтобы у меня был такой же сформированный, прокачанный имидж. И после того, как я окончила университет, я начала активно заниматься именно тем, что начала прорабатывать свой персональный имидж и бренд как педагога. Поэтому педагоги, которые имеют имидж и персональный бренд, они всем нужны. Следующий постулат – это продвинется кто-то другой, если вы не начнете действовать. Как формируется персональный бренд? Он может быть сформирован сам по себе, когда человек занимался долго определенной деятельностью, наработал компетенции, у него появились определенные связи, и он доходит до какой-то планки и понимает, что нужно работать уже над своим персональным брендом, либо бренд начинает работать на него, либо это осознанный процесс, когда человек понимает, что для того, чтобы ему добиться успеха, необходимо что-то сделать. И он начинает изучать литературу, он начинает изучать опыт спикеров, экспертов и понимает, что нужно начать работать над созданием персонального бренда. Итак, с чего начать создание персонального бренда? Первое – это основа, личность. Есть опыт хороших педагогов, есть опыт хороших ученых, но, к сожалению, не все педагоги и не все ученые могут работать над своим брендом. Кому-то это просто не нужно. Например, Перельман, известный математик, он многое бы мог передать своим детям, но, к сожалению, он социофоб, и его знания, его опыт остается с ним. И в личности особое влияние на создание персонального бренда, конечно же, отводится эмоциональности человека. Чем он более эмоционален, чем он более открыт, тем проще ему будет сформировать свой путь в брендинге. Ценности также играют большое влияние. Следующий пункт – это профессиональные компетенции. Если вы владеете определенными профессиональными компетенциями, вы должны их развивать, вы говорить должны об этих компетенциях на широкую публику. И следующий компонент – это видение. Видение – это о том, как вы видите себя через определенный промежуток времени, как вы видите, будет строиться ваша карьера, как будет работать ваш персональный бренд в ближайшем будущем. Первым шагом на пути достижения вашей цели должен стать самоанализ и анализ своего положения. Вы должны проанализировать, какие ресурсы у вас есть. Есть ли у вас время для того, чтобы методично выстраивать свой персональный бренд? Имейте в виду, что это требует достаточно длительного времени. Есть ли у вас энергия для того, чтобы его развивать? Следующий пункт – это угрозы. Вы должны понять, что с ростом вашей публичности растет внимание к вам. Поэтому странички в социальных сетях должны быть строго выверены. Будет угроза потери вашего личного времени и, возможно, личного пространства. Вы должны проанализировать свои профессиональные достижения. Возможно, у вас их много, но вы должны выбрать какое-то одно направление, которое будете на первых порах целенаправленно развивать. Следующее – это аудит сегодняшнего положения. Очень хороший инструмент – это поисковая выдача. Вы можете воспользоваться Google для того, чтобы узнать, насколько вы представлены в социальных сетях. Забиваете свое имя, фамилия, отчество в поисковую выдачу и просматриваете, на скольких страницах выделяется ваша фамилия, имя, отчество. Если это 2 страницы Google, то я вас поздравляю, вам предстоит намного более легкий путь.
Следующее – это социальные сети. Вы должны проанализировать свои социальные сети. Если вы уже стоите на пути формирования своего персонального бренда, то вы должны строго следить за тем контентом, который у вас представлен в вашем аккаунте. Никаких кошечек, различных пристрастий политических, сугубо профессиональные интересы. Но, конечно же, в социальных сетях вы можете представить то, что отражает ваши ценностные установки. Следующее – это анализ лидеров профессии. Вы должны проанализировать, кто в профессии, в вашем направлении добился огромных результатов, положительных результатов, должны использовать этот опыт. Следующее – это анализ своего положения и просмотр слепых зон. Наше время, к сожалению, не позволяет погрузиться в эту методику, но я рекомендую прямо сегодня проанализировать слепые зоны. То есть это то, что известно окружающим, но неизвестно вам о себе. Пройдите эту методику и узнаете много нового для себя. Следующий шаг – это позиционирование и целевая аудитория. Вы должны найти целевую аудиторию. Если у вас будет целевая аудитория, вы будете уже целенаправленно работать. И если вы будете предлагать своей целевой аудитории положительный контент, регулярный контент, то у вас скоро появятся адвокаты вашего бренда. Адвокаты бренда – это те люди, которые рекомендуют вас, которые продвигают вас. Следующее положение в позиционировании – это боли целевой аудитории. Когда врач знает о боли, ему проще справиться с проблемой. И также у педагогов, если вы знаете боли целевой аудитории, вам будет легче выстроить свою тактику работы. Для этого вы можете зайти на форум, например, репетиторов и посмотреть в комментариях, какие оплошности совершали репетиторы. Ну, очень много таких комментариев, как «пришел не вовремя», «отпустил пораньше». То есть вы уже знаете, какая болевая точка у вашей целевой аудитории, и вы исправите эту ситуацию. Следующее – уникальность. Вы должны заявить о своей уникальности. Возможно, у вас есть какая-то уникальная методика преподавания, или у вас есть уникальная методика разработки проектов. Вы должны обязательно об этом сказать и продемонстрировать это. Следующее – это отстройка от коллег-конкурентов. Действительно, на рынке образовательных услуг довольно много представителей той или иной специальности, той или иной дисциплины. Поэтому вам нужно понять, чем вы отличаетесь от своих коллег и давать более уникальный контент. Следующий шаг – это упаковка. У вас обязательно наготове должна быть лифтовая презентация или elevator pitch. Это краткое изложение сведений о себе, именно в позитивном ключе и в профессиональном ключе. Лист достижений, профессиональное портфолио, продуктовая линейка должны обязательно быть у вас наготове и представлены желательно в вашем аккаунте в социальных сетях. Внешний вид, визитки, фотосессии – это все также является элементами формирования бренда педагога. Кроме того, вам надо сформировать доверие ваших клиентов. У вас обязательно должны быть сформированы кейсы. То есть это те результаты, которые дали ребята, с которыми вы занимались, например, в качестве репетитора. Это отзывы, это может быть какие-то мероприятия для целевой аудитории, которые не делают другие эксперты. Вы можете продвигаться онлайн, и сейчас для этого есть все возможности. Я хочу сказать, что продвижение онлайн происходит намного быстрее, чем продвижение офлайн. Здесь вам необходимо просмотреть очень внимательно свою личную страницу, оформить главную страницу, выбрать фотографию, которая показывала бы вас в выигрышном цвете. Имя должно быть обязательно реальное, обязательно ссылки на аккаунты и группы, должна быть персональная информация о себе, то есть тот же elevator pitch. Фотогалереи, подписки, друзья, посты – это все играет на создание вашего личного бренда.
Инструменты продвижения в этом случае бывают следующие. Это оформление страницы, она должна действительно быть аутентичной вам, она должна репрезентовать вашу деятельность. Это определенные рубрики тематические, это навигационные теги, нетворкинг, знакомства, это набор друзей и сообществ и определенные специальные проекты. Также можно продвигаться офлайн. Это в первую очередь экспертная деятельность, когда вы участвуете в профессиональных мероприятиях, когда вы участвуете в конкурсах или профессиональных премиях. Там происходит знакомство, там происходит нетворкинг и завязывание полезных связей. Также вы можете принимать участие в профессиональных рейтингах. Если мы берем репетитора, то это рейтинг репетиторов. Вы можете состоять в профессиональных клубах. У нас в Башкирии, в Уфе есть много прекрасных клубов для педагогов, которые поддержат вас и дадут вам экспертности. Это публикации в электронных средствах массовой информации, в профессиональных газетах и журналах. Не бойтесь, не стесняйтесь, активно работайте в этом направлении. Также это эфиры на радио и инициация собственных инфоповодов. То есть вы можете запустить какой-то проект у себя в социальных сетях, вы можете запустить проект в офлайне, когда вы приглашаете людей, средства массовой информации и демонстрируете свою образовательную продуктовую линейку. И следующий шаг – это монетизация своего персонального бренда. Я уже говорила, что сейчас быть педагогом не только модно, да, но и выгодно. Вы можете заниматься репетиторством, вы можете записать свой онлайн-курс, вести консультации, сейчас они проходят онлайн и офлайн. Это разработка методических материалов, если вы можете разрабатывать игры или различные конспекты уроков, вы тоже можете выкладывать в профессиональное сообщество и продавать свой продукт. Это развитие вашей карьеры. Доказано, что 77% руководителей будут готовы взять человека, который имеет персональный бренд. И они бывают обычно в приоритете. Это нетворкинг, то есть вы завязываете полезные связи, которые дадут вам возможность развиваться еще дальше. Ну и, конечно, другие социальные ресурсы, административные ресурсы, которые помогут вам построить вашу карьеру еще более успешно. Более детально проработать элементы персонального бренда мы сможем с вами на занятиях, которые будет проводить Управление образовательных разработок. Приходите на тренинги, записывайтесь на тренинги и, пожалуйста, вступайте в мое сообщество по адресу, который представлен на экране. Будем контактировать, будем с вами взаимодействовать. Спасибо!